В детском техническом центре открылась новая выставка. В числе 15 экспонатов изделия, выполненные детьми. Таким образом, центр подводит итог этого учебного года. В техническом кружке заняты порядка 1000 детей. Мои коллеги встретились с одними из тех, кто делает удивительные вещи. Это универсальный сервировочный столик в виде кареты. Одним движением руки за считанные секунды эта карета превращается в небольшой столик. При этом даже увеличивается. Конструкция действительно удивительная. Его разработчик Николай Рыбушкин придумал даже шкаф. Он 6-й год обучается в кружке технического творчества. Начинал с простых изделий из дерева. С помощью учителя Олега Демидова смог достичь профессионального уровня. Я выставлял свою работу на другие различные выставки, даже на этой, которая скоро откроется. Уже спрашивали меня, можно ли купить такую карету, где готовились такие изделия, за сколько можно купить. То есть заказы есть, интерес есть. Вообще такой данный вид мебели становится очень популярен, именно ручная мебель. Денис Арсионов тоже призер Всероссийской олимпиады. Его стол специально разработан для дошкольников. Изделие даже протестировано. Денис изготовил стол специально ко дню рождения своей сестренки. Сам ученик уверен, что это его не последняя разработка. В дальнейшем я хотел бы связать свою профессию именно с технологией, пойти в технический университет. Тем более дипломы призеров и победителей Всероссийских олимпиад дают преимущество при поступлении на российском уровне. Самые лучшие разработки выставлены в Центре технического творчества. Экспонаты одним словом можно охарактеризовать как все для быта. Здесь и принадлежности для кухни, и разнообразные картины, и даже изделия, которые выполнены по современным технологиям. Для современных детей становится актуальным потребность в знаниях электроники и нанотехнологий. Именно поэтому большинство экспонатов, выставленных на нашей выставке, они электрифицированы. Более того, они изготовлены на высокотехнологичном цифровом оборудовании, на таких станках, как 2D лазерный и 3D фрезерный. Выставка продлится до конца июня и открыта для всех желающих. Альбина Минибаева, Лейсан Ханова, Альберт Шафигуллин. Для программы «Новости».